Сегодня мы рассмотрим а, суммативное оценивание за разделы периодическая таблица химических элементов относительно атомная масса простейшей формулы. Обратите внимание на первый вопрос. Современная классификация химических элементов разработана усилиями многих ученых, в том числе которых был американский химик-музыкант Ньюленс. Теперь идут вопросы. Объясните принцип классификации химических элементов Ньюленса. Я здесь вам более-менее кратко описала. Почитайте, посмотрите, что вам подойдет. Можете сами еще кратко написать. Принцип классификации химических элементов Ньюленса основан на том, что все химические элементы могут быть разделены на группы в соответствии с их электронной конфигурацией. То есть, что получается? Он вам предложил расположить элементы в таблице, где эти элементы с одинаковым количеством электронов во внешнем электронном слое располагаются в одной вертикальной колонке. То есть, независимо от того, какой у них атомный номер. Вопрос номер 2. Определите сходство классификации Ньюленса и Менделеева. В чем же их сходство? Обе классификации основываются на принципе периодичности свойств элементов. Они также имеют сходство в том, что обе таблицы содержат элементы, расположенные в порядке возрастания атомного номера, и что эти элементы расположены в одной вертикальной колонке, как мы выше говорили, имеют сходные свойства. Понимаете? Таблица Менделеева была основана на периодичности не только валентных оболочек, но и других свойств элементов, таких как масса атомов и химические свойства, в то время как таблица Ньюленса основана исключительно на электронной конфигурации элементов. Это можете заскринить, написать кратко, что вам именно необходимо. Опишите понятие группа химических элементов. Группа периодической системы химических элементов – это последовательность атомов по возрастанию заряда ядра, обладающих однотипным электронным строением. Номер группы определяется количеством электронов на внешней оболочке атома и, как правило, соответствует высшей валентности атома. Назовите 3 элемента одной группы. Вы можете просто брать любые элементы из таблицы Менделеева. Я как пример взяла углерод, кремний, олово. Можете также привести данный пример. Третий вопрос. Зная соотношение элементов соединения, составьте его формулу. Хорошо, не совсем трудный вопрос. Можно сказать, даже легкий. Вам все здесь написано. Просто необходимо прописать. Давайте напишем. Азот и водород у вас стоит в соотношении 1 к 3. Значит, пишем азот, его 1, водород, его 3. Значит, это NH3. Следующий. Алюминий, хлор, 1 к 3. Пишем алюминий. 1, индекс 1 можно не писать. Хлор. 3. Хлор 3. Железо и кислород. Железо. Соотношение 2 к 3. Железо значит 2. Кислород 3. Водород и сера. Водород
2, сера 1, H2S. Все, вот по данному мы написали формулы. Следующее. Рассчитайте относительно молекулярной массы соединений. Значит, нужно рассчитать атомные относительно молекулярной массы. МР равно, я могу здесь не писать, вы можете сами написать. Значит, кальций у нас сколько? 40. Умножаем на индекс. ПО4, П у нас 31. Умножаем плюс 16 плюс 16 умножаем на 4. И все это умножаете на 2. Равно. Так, мы сейчас это посчитаем. Купрум OH дважды. Это у вас 64 плюс 16 умножаем на 21 умножаем на 2 равно. Так, здесь плюс. В общем, будет это 98 грамм на моль. H2SO4 1 умножаем на 2 плюс серый у нас 32 плюс 16 умножайте на 4. Также будет 98 грамм на моль. По 2, по 5. 31 умножаем на 2 плюс 16 умножаем на 5. Будет 142 грамм на моль. Так, давайте мы первый кальций 3По4 дважды посчитаем. Откроем мы сейчас с вами калькулятор. Так, 16 умножаете на 4. Сначала скобку, да? Плюс 31 равно 95 умножаете на 2. 190. 40 умножаем на 3. 120 плюс 190. 310 грамм на моль. 310 Ой, куда ушла? Сейчас напишем. Так. Вот. 310 грамм на моль. Все, с вами мы посчитали все относительно молекулярной массы данных соединений. На этом мы закончили
наш раздел. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите в комментарии, обязательно мы ответим. С вами была я, Назирке Альбекқызы. Всем пока-пока.